Турнир стартует сразу с игры между двумя дебютантами. Мачхо и Спарта борются за первые очки в турнирной таблице. Все ребята высокие и спортивные, матч обещает быть жарким. С выигранного балла Мачхо стартовала игра, однако Спарта в ответ подала 10 неотразимых подач, сделав счет 1-10 в пользу гладиаторов. После дюжины, пропущенной в начале встречи, черные, кажется, нашли баланс между атакой и защитой. Результат – выровненная игра. Ахмед Дарсигов играет сегодня диагонального. Его прямая обязанность забить боковым ударом. Получается сегодня с переменным успехом. Все потому, что команда новая и тренироваться начали недавно. Со столь сильной командой, как Спарта, держались достойно. Однако класс все же сказался. 2-0 победа гладиаторов. Турнир очень нравится. Команда у нас совсем новая. В дальнейшем, иншаллах, постараемся взять этот турнир в дальнейшем. Как вообще сегодня сложилась первая игра, по-твоему? Мне кажется, неплохо. Первая игра Дартха, потому что взаимопонимание пока ясно, потому что тренировки только начали делать пару дней назад. В республиканском турнире принимают участие 6 команд с разных уголков региона. Возрастных ограничений нет, играют как молодежь, так и ветераны. На фоне остальных выделяется Магомед Итазов. Сегодня он положил несколько важных мячей фирменными диагональными ударами. Умеет отлично атаковать, потому что волейбол для него не просто развлечение, он занимается им долгое время. С 18 лет я уже почти как играю в волейбол, со школы начинал играть. Лариса Саубей у нас была тренер. Так нормально сказать. Мы думали, что мы растянем на 4 партии, а так вышло, что у нас получилось с 2 партии, 2 партий выиграть. Ну, как бы сказать, не могу сказать про соперников, отлично сыграли парни, но как бы мы перевесили силу. Сколько вам предстоит еще, чтобы выиграть? Ну, где-то еще 3 игры, наверное. Сейчас мы идем на победу, через 2 только проигрыша мы выбываем, а так у нас пока еще нет проигрыша, так что будем идти вперед. Игры проходят по олимпийской системе. Соревнования местные любители волейбола ждали давно, ведь турнир стал уже традиционным. Однако в прошлом году его провести не получилось. Так как у нас эпидемия коронавируса была, вот в этом году, конечно, мы не могли не провести, так как ребята подавали заявки, просили, чтобы организовали кубок. Сегодня участвует у нас 6 команд различных сел и городов. Игры довольно интересные. За играми наблюдают представители Министерства спорта региона. В этом году планируется масштабная популяризация игровых командных видов спорта. Сегодняшний турнир – это только начало. Ребята показывают хороший уровень волейбола. Хотелось бы поблагодарить именно непосредственных организаторов и участников данного турнира. Мы надеемся, что и в дальнейшем, и с помощью Минспорта, и мы сами будем организовывать в разных фоках, разных поселениях именно вот по волейболу соревнований. Я хочу, чтобы именно и в школах, и педагоги, которые работают с детьми, они тоже делали акцент и на футбол, и на волейбол, и на баскетбол, чтобы мы вот массово развивали именно эти виды спорта. Для участников организовали шведский стол с разными угощениями. Волейбол очень энергозатратная игра, поэтому подкрепиться в перерыве лишним не будет. Турнир продлится до позднего вечера. Победители и призеры получат медали и, самое главное, Кубок чемпионов. Титул переходящий, поэтому сегодняшним триумфаторам предстоит не только выиграть, но и удержать награду как можно дольше. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.